В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Инфляция на Дальнем Востоке в 2 раза превышает показатели по стране из-за издержек на доставку товаров. Основное различие между регионами вносят товары и услуги, зависимые от географии и климата. Оптимизировать расходы и централизовать закупки стремятся в Ленском районе. Детские сады меняют курс, выполняя стратегический указ главы республики о внедрении территориально-образовательного комплекса. Нерюнгринцы серебряного возраста проводят свое время с пользой. Движение «Активное долголетие» для пенсионеров активно развивается в Южной Якутии. 15 столичных домов погрузились в антисанитарию. Жильцы ходят по льду из фекалий и с ужасом ожидают прихода большой воды. Расскажем все подробности коммунальной драмы. Якутские спортсменки включены в состав сборной России по гонкам дронов. Они успешно представили регион на чемпионате федерального округа. Кремль проинформирует о месте следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как только будет конкретика, так же, как и в прошлый раз, мы сразу же проинформируем, заявил представитель Кремля. Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве состоялся 3-й раунд консультаций России, Соединенных Штатов и Украины. В ближайшее время состоится следующая встреча, рассказали стороны по итогам обсуждений. Комментируя прошедшую встречу, помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, отметил, что встреча была тяжелой, но деловой, и обещал, что в ближайшее время состоится еще одна. Координационный центр комиссии «Вместе к победе» и Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса продолжает работу. На этой неделе в зону проведения спецоперации выехала очередная большегрузная машина с 3 единицами техники и 5 тоннами груза от волонтерских организаций республики. Всего с начала года Якутия отправила военнослужащим 20 единиц техники и 67 тонн помощи. Подарочные продуктовые наборы ко Дню защитника Отечества уже доставлены не только в зону проведения СВО, но и в госпитале по всей стране. На Амосова 18, кабинет 2/4 продолжается выдача подарочных продуктовых наборов для военнослужащих, находящихся в отпуске. При себе иметь удостоверение личности и отпускной билет. В рамках отчета правительства в эти дни юристы Координационного центра находятся в Тампонском и Усть-Майском улусах. Ведут прием граждан по вопросам военнослужащих и их семей. Инфляция на Дальнем Востоке в 2–2,5 раза превышает показатели по стране из-за издержек на доставку товаров. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, издержки на доставку могут составлять до 20–30% стоимости товаров. К этому добавляется зависимость от импорта, низкая конкуренция на местном уровне, сезонность, регулирование тарифов ЖКХ, сдержанный рост доходов населения. Основное различие между регионами вносят товары и услуги, зависимые от географии и климата, продукты питания, транспорт, ЖКУ. Тезис спасения утопающих, дело рук самих утопающих, находит подтверждение в автодорожном округе Якутском. 15 столичных домов погрузились в антисанитарию. Жильцы ходят по льду из фекалий и с ужасом ожидают прихода большой воды. Все подробности коммунальной драмы в следующем сюжете. Вот, вода под полами у меня плюхает. Сейчас же у меня все зальется. Вот, смотрите, все уже, все полное полником. Это видео горожанка Мария Соломина сняла в конце января, когда проблемы с канализацией во всех смыслах перетекли за край. Нечистоты везде, в жидкой форме внутри, гололедом снаружи. Тогда мы просто утром вышли и наступили в воду. То есть было вот так. То есть вода уже прям стояла. Парила, стояла вода канализационная. То есть это были фекалии и все. Ну, очевидно, что это вытекло. А вот виновник всех несчастий – перемерзший колодец. Стоит одному такому выйти из строя, вся канализационная система 15 соседних домов перестает функционировать нормально. Видите, ничего не работает. Это от того, того дома. И вот прямая от тех домов. Тоже не работает. Жители считают, что кризиса можно было избежать, если бы коммунальные службы вовремя отреагировали на предупреждение. 25 декабря начало замерзать, подмерзать. Моя дочь позвонила в управляющую компанию. Сказала: пока не замерзает, вы что-то сделаете, вот, чтобы продлить 0 эмоций. Вот.
Приехали только они 7 или 8 января. Принцип «лучше поздно, чем никогда» здесь не сработал. Ситуацию пытались исправить, но озера из экскрементов, прописавшиеся практически у каждого дома, изо дня в день только увеличиваются. И что-то починить до прихода тепла едва ли получится. Износ более 80% данных сетей. Соответственно, эксплуатация их очень сложно ввиду того, что сети они имеют порывы. Со своей стороны мы будем пытаться всегда отогревать, заявки отрабатывать. Но еще раз повторюсь, тут без хирургического вмешательства, без замены сетей нам не обойтись. И я очень надеюсь, что департамент жилищного хозяйства нам выделит деньги на ремонт, либо сам найдет подрядчик, обычно так бывает. Сейчас в силах городских властей лечить симптом, но не причину. Жителям заботливо предоставили контейнер для жидких отходов для применения старой доброй ведерно-выносной системы. А болезнь меж тем будет только прогрессировать. Весна наступает на пятки, а значит совсем скоро лед из помоев превратится в пахучие лужи. То есть оно в любом случае растает, а тайка будет, нас затопит. Это РАУ. Придется нам или противогаз задевать, или что. Жители обратились во все ведомства, в управу округа, Роспотребнадзор, прокуратуру. И кажется, этот крик души пока только слышат. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. С 1 марта этого года начнет действовать новый единый порядок оплаты услуг ЖКХ. С этой даты платежки будут поступать жильцам не позднее 5 числа каждого месяца, а крайний срок оплаты коммунальных услуг сдвинется с 10 на 15 число включительно. Изменения сыграют важную роль для пенсионеров, поскольку большинству из них пенсии приходят с 10 по 15 число. Кроме того, распространены случаи, когда граждане не успевали оплачивать счета вовремя из-за получения зарплаты после 10 чисел, из-за чего им начислялись пени. В Якутске завершилось ежегодное февральское совещание работников образования Якутска в центре внимания сохранения и развития якутского языка. О новых методических решениях и лучших педагогических практиках в сюжете Даяны Федоровой. Методическое пособие по изучению якутского языка, литературы и национальной культуры представили в рамках февральского совещания. В сборник вошли лучшие практики столичных педагогов. Издание продолжает серию пособий и ориентировано на практическое применение в образовательных организациях. Сюда вошли очень нужные практические материалы. Это задания олимпиад, задания конкурсов, также ОРЭ и также другие очень нужные практические материалы, нужные для учителей в повседневной работе. Выставка «Практика» объединила более 10 образовательных учреждений. Педагоги представили авторские программы, дидактические материалы и современные форматы преподавания родного языка. Хотелось бы, чтобы наши дети не забывали свой родной язык, и в век высоких информационных технологий они, сохраняя свою идентичность, свою культуру, достигли высоких результатов. К работе площадки присоединились и дошкольные учреждения. Детские сады представили настольные игры, развивающие книги и интерактивные материалы на якутском языке. Специалисты отмечают, раннее языковое развитие способствует формированию устойчивого интереса к родной культуре. В нашем детском саду функционируют 2 группы старшего дошкольного возраста с якутским языком обучения. Данные группы очень актуальны и востребованы родителями и открываются по запросу семьи. В следующем учебном году в нашем детском саду будет открыта группа с родным языком обучения для детей с 2 лет. Итоги работы площадок и приоритетные направления на предстоящий период обсудили на пленарном заседании. В числе ключевых задач – повышение качества обучения, поддержка педагогов и системная работа по сохранению и развитию родного языка. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Детские сады Ленска меняют курс, выполняя стратегический указ главы республики о внедрении территориально-образовательного комплекса. Цель – оптимизировать расходы образовательных организаций и централизовать закупки. Так, 9 детских садов были присоединены к дошкольному учреждению «Теремок». Подробнее о том, что именно изменится в жизни детей, родителей и педагогов в связи с введением новшества, в материале наших коллег.
Территориально-образовательный комплекс «Теремок» – это не просто смена формулировок в документах, а в первую очередь пересмотр подхода к тому, чем наполнен День ребенка в саду. С внедрением новшества произошла оптимизация учебных процессов. Забегая вперед, можно сказать о том, что мы задумываемся над созданием единой логопедической, психологической службы в ТОКе, потому что не секрет, что узконаправленных специалистов у нас дефицит. И если будет создана такая единая психологическая служба, которая могла бы оказывать и психологическую, логопедическую, дефектологическую помощь всем воспитанникам ТОКа, а не только воспитанникам одного какого-то отдельно взятого детского сада. И я думаю, что в этом только будет большая польза для детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья. В фокусе внимания остается и здоровье детей. Вступили в силу обновленные санитарные требования к организации питания. Среди ключевых изменений – обновленное меню и пересмотр норм потребления продуктов и их ассортимент. Будет единая номенклатура закупок, будет единое меню. Сейчас оно, кстати, разрабатывается. То есть было моментами в разные года, что у нас питание по городу в разных садах различалось на 20-30 рублей. То есть если по дням разбивать, то это не совсем правильно. То есть мы делали вывод, что в каких-то садах дети питаются лучше, в каких-то хуже. Питаться по единому обновленному меню воспитанники всех детских садов начнут уже с 1 марта. В рационе детей останутся прежние продукты – каши, рыба, мясо, супы, максимально полезные компоты из сухофруктов и ягод, также различные хлебобулочные изделия и молочная продукция. Ребята, сегодня у вас на первое суп щи, на второе каша гречневая, мясо без строганов из говядины в сметанном соусе, на салат у нас сегодня кукурузный, компот консервированный ананасовый. Приятного аппетита! Спасибо! Пожалуйста! Внедряем новое меню 10-дневное. Ну, его состоятельность, я думаю, покажет время. Но мы ознакомились уже с ним. Если, я думаю, что будут какие-то вопросы по нему, какие-то изменения, но будем, наверное, вносить. В нашем меню мы старались, чтобы все дети получали и мясо, и рыба, и печень, и сердце. То есть меню, конечно, вот наше разнообразное. Вот. Но у нас всегда проблемы, конечно, с молочным, с творогом. Дети плохо кушают творог. Но все равно мы стараемся или булочки его ввести, или запеканку, или ленивые вареники. То есть как-то разнообразить. К сожалению, просто так творог мы дать не можем, потому что оно должно пройти термическую обработку. Вкусно? Да. Мне тоже. За основу было взято меню одного из детских садов города. Дорабатывали его специалисты, занимающиеся вопросами детского питания. Меню рассчитано на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Разработано с учетом детского сбалансированного питания. Полностью соответствует нормам и требованиям всех санитарных правил для детских дошкольных учреждений. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Старт 3-го сезона военно-патриотической игры «Зорница 2.0» итоги прошлого года обсудили на пресс-конференции. Так, первый школьный этап начнется сразу в День защитника Отечества. В этом году также есть нововведение в проведении «Зорниц». Помимо 4 возрастных групп введена и 5-я, где дети могут принять участие в игре вместе со своей семьей. Вместе с тем ожидается увеличение количества участвующих. Если в 2025 году в республике всего приняли участие 27 тысяч детей, то в этом году планируется общий охват более 34 тысяч участников. Если в прошлом году наша команда средней школьной возрастной категории «Махсагол», это горный район, стали победителями окружной зорницы в Дальневосточном федеральном округе, стали лучшими. Они представляли весь Дальний Восток на федеральной зорнице в городе-герое Волгограде. То мы, конечно, планируем, чтобы как можно больше категорий юных якутян, участвующих в региональной зорнице, смогли выехать на супер-игру федеральную зорницу. Нерюнгринцы серебряного возраста проводят свое время с пользой. Движение «Активное долголетие для пенсионеров» активно развивается в Нерюнгринском районе. На регулярной основе проходят мероприятия, позволяющие участникам реализовать свой потенциал и демонстрировать таланты. На одном из мероприятий побывали и наши коллеги. Холодным февральским днем пространство культурно-этнографического центра наполнилось теплом. Уникальная встреча активных нерюнгринцев соединила музыку, танцы и веселье в одном флаконе. У нас еженедельно мастер-класс вязание, рисование, лепка, тестопластика. И проводим точно так же вечера отдыха. Это очередной, можно сказать, вечер отдыха. Называется «Муз Злато. Русская душа». Все любят петь.
Поэтому мы сегодня постарались, чтобы у нас на экране и текст был для тех, кто плохо слышит, у нас есть и такие, и в то же время музыка для тех, кто плохо видит, но хорошо слышит. Активные пенсионеры в очередной раз доказали, что для них нет никаких преград. На мероприятие приехали даже из отдаленных поселков Нерюнгринского района Золотинки и Янгры с Беркакита. У нас такого общества нет, и вот мы обратились за советом, за помощью к Владимировне. И вот мы гости их, значит, мероприятия. И вот посмотрим, поучимся и тоже организуем у себя непременно активное долголетие, потому что это очень хорошее, необходимое общество, потому что одиноким людям и пожилым уже и скучно, и тяжело, зимы длинные, холодные. Вот, поэтому это просто необходимо. Соревновались в музыкальном лото с участниками активного долголетия представители Ассамблеи народов Якутии. Никаких скучных минут, только яркие эмоции, русские народные песни и много танцев. Очень много у нас ассамблейцев, которые и в активном долголетии, и у нас в ассамблее так вот такая миграция туда-сюда. Вот. Ну, мы культивируем наши народы, пропаганду, вот, каждый свою народность, культуру, язык. Участники мероприятия пополнили свой запас здоровья, бодрости, долголетия, оптимизма и прекрасного праздничного настроения. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. На сцене Якутского музыкального колледжа состоится премьера спектакля «Благослови меня, мой друг». Театр юного зрителя представит постановку об участниках специальной военной операции, созданную на основе документальных материалов и рассказов. Главные герои – Алгыс и Сындыс, прибывшие на службу из Якутии. Их путь на передовой – это история не только о воинском долге, но и о настоящей мужской дружбе. Между ними и их сослуживцами формируются крепкие братские отношения, основанные на доверии, взаимовыручке и ответственности друг за друга. Моя роль, как и все, наверное, говорили, собирательная. Ну, я для себя лично выделил качество такого, так скажем, настоящего вояку, которому важна Родина, важны люди за спиной, которые... И, скорее всего, мой персонаж уже, у него это не первый военный конфликт, и в Сирии, наверное, был. Через судьбы героев раскрываются характеры бойцов разных национальностей, вставших на защиту интересов страны. Авторы подчеркивают значение традиционных ценностей народов России, которые становятся опорой и источником мужества для военнослужащих. Премьера станет важным культурным событием, приуроченным ко Дню защитника Отечества. Эта тема волнует нас всех. Специальная военная операция – это очень такая наша боль, скажем, всего нашего народа, всей страны. И тысячи якутян принимают участие. К сожалению, некоторые из них пали на поле сражения, так некоторые вернулись и продолжают служить Отечеству. Да. И, конечно, мы очень волнуемся, потому что главными критиками будут они. Спортсменки из Якутии вошли в сборную России по гонкам дронов. По итогам успешных выступлений на всероссийских соревнованиях защищать честь страны они будут на международной арене. Подробности в сюжете Лилии Бурцевой. В числе тех, кто получил право выступать за страну на международном уровне, Сутакова Сардана и Антоева Уйгулана. Ранее спортсменки становились призерами всероссийских турниров, а также успешно представляли регион на чемпионатах федерального округа. Несмотря на то, что девушки занимаются этим видом спорта чуть больше года, они уже показывают высокие результаты на соревнованиях. Мои первые соревнования это было Кубок министерства, это республиканские соревнования. Я там получила первое место, мне понравилось, и я решила дальше. Потом республиканские соревнования, там я тоже выиграла второе место. Потом чемпионат первенства Дальнего Востока, там я тоже призовое место взяла. Потом чемпионат России и первенство, мне там тоже понравилось.
В целом мне очень нравятся соревнования, мне нравится, как они проводятся, мне нравятся эмоции, которые я испытываю при полете, и вообще мне нравится социализация, общаться с разными пилотами. Включение в состав сборной России стало большим достижением как для самих спортсменок, так и для всей Якутии. Развитие гонок дронов в республике ведется при поддержке федераций и образовательных организаций, что уже приносит ощутимые результаты на уровне страны. Это первая сборная России по гонкам дронов. Вот недавно она стала официальным видом спорта, где можно получить разряды мастера спорта. И вот таким образом, усердным трудом девочек, команды республики, наши девочки попали в состав сборной России. Но мы сами начали. Вот Уйгулана пришла в 2025 году, с января начала заниматься. Сперва вот только парни были. Она проявила большой интерес, подошла ко мне, узнавала, что да как. Как можно соревноваться, какие дисциплины есть. И вот потихоньку мы начали тренироваться. Я сразу увидел, что она талантлива именно в управлении дроном. Теперь якутские спортсменки будут представлять Россию на международных соревнованиях, где им предстоит побороться за медали и подтвердить высокий статус отечественной школы дрон-рейсинга. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. Смешанные боевые искусства среди юных алданцев набирают популярность. Самым маленьким воспитанникам Алданской федерации ММА «Боевая Русь» едва исполнилось 4 года. Приемы и броски, технику и тактику боев ребята осваивают легко и непринужденно, и на тренировки ходят с удовольствием. В этом убедились наши коллеги. Азы боевых искусств Тимур Щербаев начал осваивать 2 месяца назад. В Алданскую федерацию ММА «Боевая Русь» мальчика привел папа. Заниматься спортом Тимуру нравится, и тренировки он не пропускает. Решили отдать с женой, так как я сам придерживаюсь спорта. Вот, мне самому нравится это спортивное движение. И сыну нравится куда-то энергию выплескивать. У нас сильно он энергичный. Прям сильно. Ему нравится. Нравится тренер, он даже лучше тренера слушает, чем меня. Тимур занимается в младшей возрастной группе. Ее посещают дошколята от 4 до 6 лет. Мастерство в боевых искусствах с энтузиазмом оттачивают как мальчики, так и девочки. Стоит отметить, что ребята знакомятся не только с приемами и техниками боев. На начальной ступени познать воспитанникам предстоит немало. У нас младшая подготовительная группа. Мы делаем акцент на растяжку, на координацию, рассказываем им культуру спорта, как это все проходит. И в младшей группе у них начинается этап посвящения в боевую Русь, то есть в ММА. То есть у них там обряд, они учат клятву, что они должны соблюдать, как вести здоровый образ жизни, не пропускать тренировки, то есть там все описано. Тренировки в младшей группе включают в себя элементы различных видов боевых искусств. При этом акцент ставится на физическую подготовку, формирование дисциплины и освоение базовых навыков самозащиты. Занятия для дошколят строятся по особой методике, и весь процесс проходит под неусыпным контролем тренера. Просто нужен каждому индивидуальный подход. Вот с этим индивидуальным подходом кому-то кнут нужен, кому-то пряник нужен, чтобы он понял какую-то тему, какой-то вот удар или какую-то защиту. То есть каждому индивидуальный подход. Кто-то может за месяц втянуться, а кому-то нужен 1 год, чтобы он только понял, что он находится на тренировке, дисциплине и так далее. Федерация ММА «Боевая Русь» образовалась 5 лет назад на базе действовавшей секции. Тренировки у ребят проходят в культурно-спортивном центре поселка Ленинского. Занятия проводятся в 3 возрастных группах. В настоящее время смешанные боевые искусства осваивают порядка 70 человек. В 6 лет, если спортсмен уже полностью взял азы боевой подготовки, защиты, передвижения, то есть и в 6 лет уже можно выступать на соревнованиях. Если он выступает, у него все получается, то мы его уже во 2-ю группу отправляем, то есть там, где у нас сборники. Родители отмечают, что, занимаясь спортом, ребята становятся более дисциплинированными и ответственными. Дети же знают, они осваивают боевые искусства в первую очередь для того, чтобы уметь защитить себя и своих близких. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Ленинский. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.